Такой скорости реакции у таджикского МИД не было давно. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как стоило международным СМИ пристыдить Таджикистан на весь мир, как ответ поступил чуть ли не замедлительно. Подписывайтесь на наше обновление и точно будете в курсе всего самого актуального. Министерство иностранных дел Таджикистана опровергло высказывание украинского журналиста и блогера Дмитрия Гордона о том, что Таджикистан предоставляет России ударные беспилотники, чтобы атаковать города и села Украины. В сообщении МИД Таджикистана, которое было опубликовано на веб-сайте ведомства, говорится: «Опровергаем слова украинского блогера Дмитрия Гордона, озвученные им 28 октября 2022 года в ходе онлайн-передачи «В гостях у Гордона» о производстве иранской стороной на территории Таджикистана убивающих украинцев дронов. Подчеркиваем, что Республика Таджикистан не осуществляет экспорт военной техники в третьи страны». Комментарий МИД Таджикистана последовал после того, как после эфира украинского журналиста некоторые СМИ сообщили, что Таджикистан производит иранские дроны для последующей отправки в армию России. Гордон попросил Министерство иностранных дел Таджикистана опровергнуть эту информацию, если она неправдивая. Как вы относитесь к такому ответу? Как вы думаете, он достаточный? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Ранее Дмитрий Гордон заявил в эфире программы на YouTube-канале «В гостях у Гордона», что в Узбекистане якобы производят иранские дроны, которыми убивают потом русские украинцев. Узбекистан опроверг слова украинского блогера, и в следующем эфире Гордон сообщил, что на самом деле он имел в виду Таджикистан, но язык мой произнес слово «Узбекистан». Рекомендуем господину Гордону впредь аккуратно подходить к подобного рода комментариям и проверять достоверность распространяемой информации. Информируем также, что запросов со стороны официального Киева по данному вопросу таджикская сторона не получала, отмечается в комментарии МИД. Также стало известно, что высокопоставленный украинский чиновник неофициально, но прокомментировал эту информацию, заявив, что Дмитрий Гордон не является официальным представителем украинской власти, и тем самым его слова не могут нести под собой какую-то почву или выражать отношение Украины к той или иной стране. Они попросили прощения, если действительно такая ситуация взбудоражила многих и вызвала конфликт. Они не несут ответственность за слова этого журналиста, потому что он не является официальным лицом для страны. Это лишь блогер, который высказал свое мнение и имеет на это право. В нашей стране свобода слова. И он мог высказать любые свои предположения. И мы очень рады, что наши коллеги в других странах достаточно быстро и адекватно отреагировали на эту ситуацию. И мы надеемся, что впредь она развиваться не будет. Как вам такая ситуация? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!